Более 80 миллионов рублей Минсельхоз Ингушетии выделит на улучшение жилищных условий и на оказание грантовой помощи фермерам. Об этом доложил сегодня главе Ингушетии руководитель ведомства Мухаммад Гагиев. Кроме того, 45 миллионов рублей будет направлено на оказание грантовой поддержки производителям сельхозтоваров. Создана рабочая группа, которая 17 апреля начала принимать документы у начинающих, а также семейных фермеров. Затем их передадут в межведомственную комиссию, которая по итогам проверки будет принимать решение, кому и в какой сумме назначить денежные гранты. Глава региона обратил внимание министра на то, что все, кто получит гранты, обязаны знать, что деньги должны расходоваться только по назначению. Также в ходе встречи обсудили ситуацию, возникшую в ГУПе Насыркорска. Там директор предприятия подвергся нападению неизвестных лиц. Напомним, собственником имущества предприятия является республика. Оказание грантовой поддержки сельхозпроизводителям, начинающим фермерам 25 миллионов, а из семейных животных ферм 20 миллионов 500 тысяч. В настоящее время объявлен прием документов для конкурсного отбора. Прием документов будет осуществляться до 28 текущего года. И по окончании результаты будут доложены. И оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 12 миллионов 400 тысяч рублей мы выделили, уже господдержкой оказались. В случае с директором ГУПа Насыркорск, во-первых, в чем причина там была? Вы разобрались там с этой ситуацией? Да, я сразу... Земля чья? ГУПовская? Да, ГУПовская земля. Он сразу мне позвонил, я сразу выехал, милицию сообщил, позвонил в милицию ГУВД. Выехал оперативно на место, и я ему сказал, чтобы он ушел оттуда, когда он сказал, они поехали еще дополнительной помощью, за помощью. И я сам выехал, там на месте был. Он на рабочем месте находился, директор. Они подошли, лица в сторону отвели, вот этот конфликт, они его физическую силу в отношении его применили. А дальше он не помнил. Там написали заявление МВД, прокуратура возбуждена уголовное дело против тех, кто нападал. Директор ГУПа защищает имущество ГУПа, а не свою шкуру интерес. Находится на рабочем месте. К нему люди приходят с претензиями, с какими-то документами. И с его стороны должно быть это все, и с вашей стороны. Понятно? И второе, сегодня с ним его ищите, с родственника, через родственника ищите, чтобы он уже явку с повинной, с оружием, со всеми делами пришел и дал показания. Чтобы это все в рамках закона. И таких директоров, которые там имущество государства защищают, их надо защищать тоже перед законом. Ведь каждый второй там с вилами, с ножами, с оружием лезет, там кусок земли хочет оттяпать. Ситуацию в Далаково видели, сколько народ там вытаскивает. Если когда незаконно вещи делают и деньги зарабатывают, то никого не видят, сами себе. А как там власть начинает наводить порядок, тут же начинает родственников все село на уши поднимать. Спахали в Далаково землю? Все сделал. Очень жестко там, смотрите, очень жестко следите. Там все под контролем. Там. Да, и через суд отсуживаете землю. И руководителя ГУПа я снял там, сейчас ищу кандидата хорошего. Ну, есть тот руководитель ГУПа, вот вам пример, Насыркорский ГУП и Далаковский ГУП. Если директор ГУПа не хочет за своими землями следить, и у него Вась там со своими там родственниками, друзьями, товарищами, вчера ко мне там коллективное письмо писали работники ГУПа, вы там побыстрее назначите человека, кто там будет работать. Я хозяйство ищу, чтобы... Да, побыстрее назначить, а так туда отправьте своего заместителя, кто будет сейчас процесс... Нет, начальник отдела там. На руки там возьмет там, понятно?